Добрый день, дорогие якутяне. В настоящее время нам внесен законопроект о поддержке сельскохозяйственного производства. Хочу определить о том, что наша республика находится в тяжелых климатических условиях, и основные отклонения от российского законопроекта связаны о том, чтобы адаптировать его и ввести адаптацию нашей региональной особенности, которые связаны как с температурными, как с экономическими. К примеру, у нас киловатт электроэнергии стоит 7 рублей, а, например, в Иркутской области 2 рубля за 1 киловатт-час. Помимо этого, наша территориальная удаленность, транспортная разбросанность и проблематика складских непосредственно хранений. Все это необходимо учесть при формировании этого законопроекта. Целиком этот закон достаточно основополагающий, определенный и является фундаментальным законом, который бы определил и заложил основу действия сельскохозяйственных предприятий на территории республики. Он не касается личных подсобных хозяйств, не касается баз оленеводческих, животноводческих баз, а относится только к производственным предприятиям, и он определяет их методику работы. Дальнейшее укрепление нашего сельского хозяйства считаю достаточно возможным и произвольным. Оно основано на том, что наша республика является все больше и больше самодостаточной. В настоящее время доходы нашего бюджета увеличились до 60% от всех доходов нашей республики. И я бы предложил, еще в течение ближайших 6 лет мы полностью перейдем на самофинансирование. То есть нам необходимо пользоваться не только недрами на территории нашей республики, но и перейти к использованию плодородных слоев. Для этого предложил бы использовать до 10% валового дохода, собственного валового дохода нашей республики, и направлять их на развитие сельского хозяйства. И таким образом, когда через 7 лет мы перейдем на самофинансирование, у нас появятся дополнительные доходы непосредственно от использования нашего сельского хозяйства. Основное конкурентное преимущество нашего сельского хозяйства, конечно, это его экологичность. Поэтому в ближайшее время одну из подпрограмм, которую я лично хотел бы внести в парламент республики, это программа «Школьное молоко», которая уже действует на территории всей России, и помогает она использовать качественный продукт и кормить наших детей недостающим полноценными витаминами. Основную подвижку и основную проблематику этого законопроекта вижу только лишь в одном. О том, что введение его действия планируется с 1 января 2017 года. Считаю, что недопустимо откладывать на 1,5 года введение этого законопроекта. То есть урожай, который мы получим от него, получим в лучшем случае в конце 2017 года. А если же это приобрести к животноводческому комплексу, например, корова растет 3 года и так далее. Поэтому я предлагаю принять данный законопроект, сроки его в действии, собрать согласительную процедуру и передвинуть на начало 2016 года.